зарегистрировались. Давай. Но проблемы возникли. Они вот я сегодня к врачам, завтра к врачам. Я, кстати, уехала. А помогла ячейка. Ну, не сказала 3 дня. Вот, если ты обследоваться надо. Да, ой, ну, отпуск, вот у меня. И вот сегодня я полдня найти мне телефон уже остался. Придется завтра уезжать срочно. Перезаписалась сегодня на врача, да, на 16:30 у меня доктор. Вот я почему говорю, и хочется и пообщаться, и обсудить. У меня вот район тоже, если будет регламент, то мы все успеем. Нет, мы должны закончить, я думаю, с 3. Закончить. Трансляция началась. Можете уже говорить. Вот дайте, давайте сядем. Куда положено? Откуда будем говорить? Отсюда? Выступление еще не скинуто наше. Презентация скинула? Нет. Да? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня по всей стране траур по погибшим людям, детям Кемерово. Мы, конечно, всем соболезнуем в этом горе. Но как бы нам приходится сегодня работать. Хочется обратиться ко всем, чтобы вы берегли себя, берегли близких, родных. И, конечно, чтобы такого горя больше не было. И во многом, конечно, причиной этого случая является безответственное отношение, наверное, людей к своему делу, к своей работе. Дай Бог всем близким, родным пережить это и жить дальше. Сегодня в этой аудитории собрались, и не только в аудитории, но и у экранов своих мониторов, собрались люди неравнодушные к проблемам нашей республики, к проблеме будущего нашей республики, именно те специалисты, которые заинтересованы в сохранении традиций коми-народов, в сохранении коми-языка. И очень, конечно, приятно, что и в аудитории нашей собрались члены Совета РМО из районов Республики Коми. Я бы хотела представить тех, которые очно участвуют в сегодняшнем заседании Республиканского методического объединения педагогов, реализующих содержание этнокультурного образования в дошкольном образовании. Сегодня присутствуют у нас члены Совета РМО из Усть-Выбского района, Исакова Снежана Николаевна Исакова, член Совета РМО Прилузского района, Дина Александровна, член Совета РМО Вуктыльского района, Чернявская Наталья Робертовна, из Ударского района Тимушева Наталья Валерьевна, из Сыктывкара Лизихина Ирина Леонидовна и сотрудники лаборатории национальных проблем дошкольного образования, которые являются ответственными за организацию работы Республиканского методического объединения. Астапова Зоя Васильевна, Кулышева Лариса Геннадьевна и Симкина Ирина Александровна. Все мы собрались в этой аудитории. Я думаю, что и в онлайн-режиме, в заочном режиме также есть достаточно большая аудитория. И об этом информацию нам предоставит Лариса Геннадьевна Кулышева. Ну, на сегодняшний день зарегистрировано у нас 37 человек, 37 педагогов. Это Княжпогосский район, Воркута, Прилузский район, Усть-Цилимский район, Сысольский район, Инта сказала, да, Княжпогосский, Усть-Куловский,
Сосновгорск, Карткировский район еще. Но это еще не окончательная цифра, сказали, что сейчас очень активно подключается вот сейчас на данный момент, и по итогам мы еще возьмем данные. И к концу тогда заседания Да. еще будет предоставлена информация. Да. Хорошо. Уважаемые коллеги, вы можете в чате записывать свои вопросы, которые будут возникать. И мы, конечно, в более таком вот уже оперативном режиме будем отвечать на ваши вопросы. Итак, уважаемые коллеги, перед тем, как начать реализацию вопросов по повестке заседания нашего сегодняшнего, хотелось бы вначале начать с приятного. Начать с приятного. В эти дни отмечает свой золотой юбилей наша коллега, энтузиаст своего дела Галина Николаевна Вахнина, заведующая детским садом номер 83 города Сыктывкара. Этот детский сад является республиканской инновационной площадкой, опорно-методической площадкой по этнокультурному образованию. И сегодня о работе этого детского сада будет сделано сообщение, и поэтому мы уже поближе познакомимся с конкретной деятельностью. Мы от души поздравляем Галину Николаевну, подготовили ей вот такой красивой поздравительные открытки от имени ректора института Галины Владимировны Китайгородской, от нашей лаборатории. И хотим ее от души поздравить. Мы очень рады, что мы сотрудничаем с вами, Галина Николаевна, работаем в одной связке. Вы неутомимый труженик, очень активный человек и, в общем-то, действительно патриот Республики Коми. Желаем вам неиссякаемой энергии, чтобы близкие, родные вас поддерживали, чтобы вас окружали всегда ваши люди, коллеги, друзья, и чтобы энергией вы подпитывались от вот этих добрых людей. Ну и дарим вам вот такую книгу, которая будет полезна для вашей работы, и я думаю, что и для вашей души тоже. Я думаю, что все коллеги, мы присоединяемся и поздравляем. Итак, первый вопрос по повестке дня сегодня у нас такой: нормативно-правовое обеспечение этнокультурного образования в детском саду. Мне надо будет, кто будет переключать-то, или ключик, даже иначе переключать. Уважаемые коллеги, конечно, мы сегодня как бы имеем очень много вопросов для обсуждения, поэтому не будем много как бы времени тратить на какие-то дополнительную информацию, но как бы мы ограничены регламентом. 15 минут дается на выступление. Сегодня мы должны будем познакомиться также с опытом работы по этнокультурному образованию Удырского района, Вуктыльского района, города Инты и опорно-методической площадкой города Сыктывкара на базе детского сада номер 83. Поэтому, конечно, информации будет достаточно много. Итак, нормативно-правовое обеспечение. Хотелось бы просто обратить внимание на такие более ключевые моменты, которые, я думаю, многим уже известны, но, как говорится, чтобы еще раз это обозначить и конкретизировать. Хочется обратить внимание на то, что наша республика Коми, она многонациональна, этнический состав многообразен. Но, однако, учитывая то, что мы являемся национальной республикой, на территории которой реализуется Конституция Республики Коми, реализуется закон о государственных языках Республики Коми, конечно же, мы как бы будем говорить о сохранении культуры двух народов, которые государственно как бы регламентированы, да, различными документами. Это коми и русская культура. Итак,
Уважаемые коллеги, согласно закону об образовании в Российской Федерации, одним из стратегических принципов образовательной политики является сохранение, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. То есть, по идее, вот этот принцип, он является как бы правилом для нашей работы. И живя в национальной республике, конечно же, мы должны сохранять традиции народа, который дал название нашей республике. Одним из статей закона об образовании, который называется «Язык образования», конкретно указано, что граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего образования на родном языке в соответствии с федеральными государственными стандартами образования. И в то же время в пункте 6 указано, что язык и языки образования определяются локальными нормативными актами организации. И вот согласно закону, обязательным документом, который всегда проверяется как бы надзорными органами, является вот как раз локальный акт. В случае, если в детском саду ведутся программы по обучению коми-языку. Каким образом может выглядеть локальный акт, мы покажем вам немного позднее. И, в общем-то, даже и предоставим вот этот сам текст в ваше пользование потом уже по завершению нашего заседания. Итак, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, который определяет основное содержание работы на сегодняшний день, также определяет в качестве основного принципа учет этнокультурной ситуации развития детей. В соответствии с этим, конечно же, наша основная образовательная программа, она должна включать в содержание этнокультурный материал. И пункт 1.9 стандарта, опять же, указывает на то, что в детских садах работа может вестись на родном для детей языке. К счастью, в Республике Коми еще сохранились детские сады, в которых работа ведется на коми-языке. Конечно же, вот такие детские сады, где работа ведется на коми-языке, родном для детей, это является, наверное, нашей особой заботой. И мы бы хотели, чтобы такие детские сады увеличивались, потому что именно в них и растет будущее коми-народа. К сожалению, на сегодняшний день таких детских садов мало. И если в процентном отношении сказать, то около 5% всех детей дошкольного возраста воспитываются в таких детских садах. Конкретное количество мы пока не можем сказать, потому что пока еще не обработаны вот эти все статистические документы, но таких детских садов около 70. Но понятно, что они малочисленные по количеству детей. Уважаемые коллеги, я уже упоминала о том, что мы работаем и ориентируемся на закон о государственных языках Республики Коми, который, в общем-то, законодательно закрепляет коми-язык во всех сферах жизни в нашей республике, и также и касается, конечно, системы образования. Хочется обратить внимание на известный всем уже документ концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми, который утвержден приказом Министерства образования Республики Коми от 23 ноября 2015 года. И на сегодняшний день это самый главный нормативный документ, где мы можем найти основные цели, задачи, основные направления и содержание этнокультурного образования. Именно этим документом мы должны пользоваться, когда мы определяем содержание наших программ
в детском саду. Я думаю, что эту концепцию тоже все имеют в качестве такого настольного документа, но в любом случае мы также вам направим этот документ, чтобы вы повнимательнее познакомились и обратили внимание, что в разделе 2 как раз говорится о содержании работы в системе дошкольного образования. В подразделе 1 вы можете познакомиться со современным состоянием и проблемами этнокультурного образования в системе дошкольного образования. Конечно, состояние немножко изменилось, я бы сказала, что изменилось и в лучшую сторону, что появились новые какие-то проекты, и количество детских садов увеличилось, именно тех, которые реализуют программы этнокультурной направленности. И увидите проблемы, которые на сегодняшний день также являются актуальными. В разделе 2.2 вы можете познакомиться с содержанием работы по этнокультурному образованию. Все содержание описано по образовательным областям в соответствии со стандартом дошкольного образования. Поэтому мы уже подробно на этом останавливаться не будем, вы это все увидите. Далее хотелось бы обратить внимание вот на локальный акт, согласно статье Закона об образовании, локальный акт, который касается языка образования, он может выглядеть вот таким образом. То есть он будет называться именно как положение о порядке применения языков образования в детском саду. И здесь должно быть расписано абсолютно все конкретно, каким образом коми-язык как бы имеет место быть в вашем детском саду. Это примерный локальный акт. Он ориентирован на тот детский сад, где работа ведется с использованием технологии языкового погружения, поэтому вы уже в соответствии со своими условиями, со своим содержанием уже его исправите. Но в любом случае вам нужно будет указать, каким образом язык включается в образовательную деятельность, в режимные моменты, в работе с родителями, в документации и так далее. Все эти пункты должны быть описаны. Уважаемые коллеги, вот хотелось еще обратить внимание о том, что, конечно же, эффективность этнокультурного образования зависит от педагога. Насколько педагог патриотически настроен, насколько он убежден в правоте своего дела, насколько он действительно, его жизненная позиция позволяет быть носителем той информации и носителем языка, и сможет ли он заразить вот этим своим знанием окружающих людей, в первую очередь, конечно, детей, своих коллег, педагогов, родителей. Вот от этого зависит результат работы. В общем-то, эта работа, она полностью зависит, я думаю, что вот от этой внутренней позиции педагога. Не только лишь от того, насколько он владеет коми-языком, и это является самым главным условием, конечно, если педагог ведет занятия по коми-языку, владеет ли он методикой, но вот именно внутренняя убежденность в том, что он действительно уверен в том, что коми-язык, он должен быть сохранен и должен быть передан детям, и что через детей он должен как бы сохраняться. Вот это является очень важным. Важным является создание развивающей предметно-пространственной среды, и, конечно же, ушло куда-то. И должны быть представлены разнообразные материалы, которые касаются и программ, методических материалов, игровых материалов. Конечно, постепенно должен накапливаться такой вот фонд электронных образовательных ресурсов. И я хочу сказать, уважаемые коллеги, что лаборатория постоянно работает над накоплением таких материалов. Обратите внимание, на этом слайде представлены все те виды учебно-методических комплектов, которые разрабатываются сотрудниками
в соавторстве с педагогами, скажем так, с единомышленниками по разным направлениям этнокультурного образования. И вот эти вот комплекты, конечно же, должны быть в детских садах. То есть многие воспитатели, педагоги работают, не зная о том, что, в общем, существуют в природе в помощь им различные материалы методические. Как бы создают велосипед, сами же придумывают велосипед. Я думаю, прежде чем вот как бы тратить время вот на такого рода работу, надо воспользоваться тем, что уже имеется, уже разработано, утверждено и на уровне Министерства образования Республики Коми является как бы такой основополагающей нормативной базой, потому что вот эти программы, эти методические материалы, это тоже как бы как нормативная база, на основе которых создаются все те рабочие программы, авторские программы педагогов. Вот. Я думаю, что тот аннотированный каталог, о котором мы говорили с вами на предыдущем заседании, он у вас имеется под рукой, и вы можете познакомиться со всеми имеющимися материалами. И вот, к слову, еще я хочу сказать, что сейчас наши сотрудники лаборатории занимаются сбором заявок на приобретение различных вот методических пособий. И, в общем-то, подготовлено специальное письмо специалистам, методистам по дошкольному образованию, членам Совета РМО, специальное письмо, подготовлены формы заявки, по которым вы можете заказать те или иные издания и приобрести их для пользования в детском саду. И я думаю, что все, кто слушает вот эту информацию, вы должны передать это своим коллегам. Я хочу еще как бы показать те новые издания, которые выпущены в лаборатории. И вот, например, вот такой вот сборник самодеятельного композитора Геннадия Ивановича Попова, песенник Мича Гудок, который, этот сборник, он собрал в себя буквально все песни этого талантливого композитора. Эти песенки очень легкие по содержанию, по тексту, по музыке, и они, конечно же, должны как бы помочь вам в вашей работе. Вот этот песенник можно приобрести в лаборатории. Еще хочу внимание обратить на то, что многие педагоги получили и имеют уже в своем пользовании вот такой вот диск детям Республики Коми. И, наверное, вы прочитали в аннотации о том, что этот диск является одним из составляющих учебно-методического комплекта под этим же названием «Детям Республики Коми». В общем, это новая программа, которая составлена в соответствии со стандартом дошкольного образования. Она в себя включает все как бы образовательные области, куда включен этнокультурный материал. Эта же программа имеет перспективное планирование, но, к сожалению, вот эта программа, она сейчас у нас лежит пока в виде рукописи, и вот как раз благодаря вот сбору заявок на приобретение этой программы, может быть, мы сможем эту программу издать. То есть мы как бы собираем вот это вот как бы спрос на эту программу, хотя эта программа, она утверждена на уровне учебно-методического совета Министерства образования, и она как бы рекомендована для использования в дошкольных образовательных организациях республики. Так, ну и, в общем-то, я думаю, все. Вот по этому вопросу. Может быть, какие-то есть вопросы от вас, уважаемые коллеги? Может быть, от присутствующих есть какие-то вопросы? Или тех, которые участвуют в онлайн-режиме? Так, я пока тут не вижу вопросов. Тут приветствуют нас все те, кто подключается.
к работе? Но вопросов нет. Вопросов нет. В общем, все приветствуют из Воркуты, из Усинска и так далее. Ну вот спрашивают, как можно приобрести пособие. Пособие вот можно сейчас приобретать по заявкам, или же можно прийти непосредственно или обратиться каким-то образом к сотрудникам лаборатории национальных проблем дошкольного образования. Если вам нужны будут контактные данные, вы можете найти все данные на сайте Коми Республиканского института развития образования. Все данные, контактные телефоны, все это есть. Можете позвонить. Телефон у нас какой? 28 37 28 37 35. Это телефон лаборатории национальных проблем дошкольного образования. 28 37 35. И узнать о наличии пособий. И можете лично сами прийти для того, чтобы их приобрести. Ну что ж, если вопросов нет, так что мы переходим уже к другому, следующему вопросу, потому что я уже на свое время или нормально по регламенту, да, уложилась в регламент. Сейчас мы передаем слово и приглашаем к выступлению об опыте реализации этнокультурного содержания в деятельности детских садов Уторского района. Выступает Тимушева Наталья Валерьевна, член Совета РМО, воспитатель детского сада села Космо Уторского района. Пожалуйста, Наталья Валерьевна. Бурлун, Бронауд Йоркес. Уторский район – это муниципальное образование в составе Республики Коми. Включает 15 муниципальных образований. Административный центр село Космо. По данным переписи 2010 года национальный состав населения района 40% населения района Коми. Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной национальной культуры и коми-языка является в Уторском районе поддержка традиционных праздников, фестивалей, ярмарков и других форм культурной деятельности. Именно в Уторском районе проходит ежегодный традиционный республиканский праздник Коми-книга. Сначала при отсутствии финансирования это была просто встреча любителей коми-книги. Теперь вместе с мероприятиями по коми-литературе проводится большой народный фестиваль уторской культуры. Праздник проводится на Уторе каждый год в разных селах района. В этом году праздник коми-книга будет в селе Космо и в селе Будка 23 июня. Большое значение в сохранении и в развитии традиционной культуры Уторского района имеет проведение национальных праздников и фестивалей, направленных на возрождение традиций народной культуры. Местным праздником на реке Вашка в деревне Кривое Кыч считается пятница на первой неделе Петровского поста. Этот праздник традиционно считался женским и противопоставлялся мужскому празднику. По рассказам старожилов, в прошлом на праздничную службу в часовню Пороскевы Пятницы в этот день стремились попасть не только жители сел и деревень, расположенных на Вашке, но и приехавшие с Медзени, с Печоры. Часть верующих посещала праздник по обету, в надежде получить исцеление. Часовня сохранилась до наших дней и считается древнейшим памятником деревянного зодчества на территории Республики Коми. В первые дни осени каждому жителю района выпадает возможность похвастаться богатым урожаем на празднике Руада, который ежегодно проходит в поселке Чин. На ярмарке торгуют ягодами, грибами, медом, картофелем, кабачками, соленьями, вареньями и национальной выпечкой. На празднике звучат песни в исполнении вокальных коллективов района. Развивать интерес к коми народной культуре, повышать желание говорить на коми-языке способствует проводимые ежегодно в Уторском районе фестивали и конкурсы.
Районный конкурс живописи «Милее север для меня». Районный фестиваль конкурс танцевальных коллективов «Большие танцы», районный фестиваль театрального искусства «Муслун», фестиваль творческих открытий «Ваш выход», районный фестиваль национальных культур «Национальная шкатулка», районный фестиваль конкурс песенного творчества «Джори Джаму». Помимо конкурса фестиваля праздников, сохранения и популяризации традиционной культуры коми-языка в Ударском районе большая роль принадлежит работе Национального музея села Коснам и Центральной библиотеки имени Альберта Егоровича Ванеева. Здесь регулярно проводятся встречи с писателями и поэтами, конференции, развлечения, беседы, направленные на знакомство с культурой и традициями коми народа и развитие языка. В Ударском районе В Ударском районе 8 дошкольных образовательных организаций и 9 дошкольных групп при общеобразовательных организациях. В дошкольных образовательных организациях и в дошкольных группах при образовательных организациях района всего 98 педагогов, а из них коми-языком владеют и применяют его в работе 42 педагога. Всего в районе, посещающие детские сады, 1134 дошкольников. Из всего количества дошкольников коми-язык изучают 455 воспитанников, преимущественно дети в возрасте 5-7 лет. Коми-язык не изучается и не реализуется программой этнокультурной направленности в 4 детских садах. К занятиям по коми-языку педагогам готовиться помогают методические издания лаборатории национальных проблем. Педагоги района используют их в своей практике. Каждая национальная культура – это форма самовыражения народа. В ней проявляются особенности национального характера, миросозерцания, менталитета. Воспитать в ребенке потребность осознать себя наследником культуры, заглянуть в гости к разным народам, изучать родную культуру, ее традиции и обычаи необходимо начинать уже с дошкольного возраста. В наше время большое значение отводится формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре своего края. Основой этнокультурного образования является освоение этнической культуры коми-народа, диалоги с культурами русского и иных этносов, проживающих в Республике Коми. Понимая это, почти в каждом детском саду Ударского района создается предметно-пространственная среда. Для дошкольников педагогами организованы мини-музей. Здесь представлен мини-музей Благоевского детского сада, Усогорского детского сада Аленка, коми-изба в Глотовской школе. Создание мини-музея в детском саду на сегодняшний день очень актуально. В обычном музее ребенок лишь пассивный созерцатель, а здесь он соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и родители. Каждый мини-музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. Мини-музей расширяет кругозор дошкольников, дает возможность обогатить знания детей о коми-народных традициях, обычаях, знакомить с предметами быта. Здесь педагоги проводят экскурсии, беседы, коми-народные игры, посиделки, развлечения, мастер-классы. Дошкольные группы при образовательных организациях регулярно с воспитателем посещают краеведческие музеи при школах. Есть краеведческий музей в Чернухевской школе, в Башгородской школе, краеведческий музей Ертунгина Чужаны в Йортомской школе. В групповых комнатах детских садов района созданы уголки коми-культуры. Часть основной образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на реализацию этнокультурного компонента. Комплексно-тематическое планирование предусматривает реализацию этнокультурного компонента. В детских садах районах педагогами организовано проведение тематических недель. Север край неповторимый, мой край родной. В Благоевском детском саду воспитатели учат детей печь национальную выпечку через цикл занятий «Коми-национальная кухня».
В Глотове воспитатели проводят ознакомительные занятия на тему «Сыктывкар, Миянкар», «Колыбель для моей куклы», «Бабушкины сказки». В Усогорском детском саду «Снежанка» регулярно организуются посиделки у самовара. В основе этнокультурного образования лежит позитивное восприятие коми молодежью своего исторического прошлого и возрождения лучших народных традиций. Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ничто не объединяет народ так, как традиции. Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас наследия. Поэтому так важно выработать у дошкольников уважение к традициям, позитивное к ним отношение и желание поддержать их и сохранять. Все это и многое другое делает тему сохранения культурных традиций в детском возрасте очень актуальной. Необходим поиск новых форм и методов воспитания у ребенка любви к родине, привязанности к родной земле, культуре, традициям в интересной для него и в игровой форме. Чтобы у ребенка сформировать чувство любви к родине, воспитать эмоционально положительное отношение к тем местам, где он родился, жить, внедрить в дошкольную среду национальные культурные традиции, педагоги Косланского детского сада разработали этнокалендарь. Что же такое этнокалендарь? Истоки этого слова берут свое начало в одном из крупнейших городов России. Здесь в 2007 году был разработан, впервые реализован проект «Этнокалендарь». На основе проекта «Этнокалендарь» Санкт-Петербурга родился проект «Этнокалендарь» Косланского детского сада. Цель такой работы – приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре, традициям коми народа, поиск новых форм работы с детьми по ознакомлению детей дошкольного возраста с культурой, обычаями, традициями коми народа. Выпускается этнокалендарь Косланский детский сад с 2015 года. Этнокалендарь разработан на учебный год. Этнокалендарь – это календарь, который в доступной форме рассказывает, каким событиям, дням, связанным с историей и культурой Коми Республики, соответствует дата. Это календарь с яркими фотографиями и иллюстрациями. Уникальность заключается прежде всего в этнокультурной составляющей календаря. Реализация этнокультурной составляющей, содержание календаря в условиях реализации ФГО СДО осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями. Основное содержание линии календаря является последовательность памятных дат, указываются дни рождения именитых писателей и поэтов Ударского района Коми Республики, описываются праздники, обычаи и традиции коми народа, значимые тематические дни. В каждой страничке этнокалендаря составлен проект, либо оформлена методическая разработка в виде сценария праздника, тематического дня, игры, конспекта занятия. В методических рекомендациях расписан по каждой дате этнокалендаря, чтобы формы работы с детьми и родителями, цели, этапы работы. Вся работа проводится при тесном сотрудничестве всех педагогов образовательного учреждения, родителей и музыкального руководителя. Ведется активное сотрудничество с детской библиотекой, с краеведческим музеем. Этнокалендарь обновляется и пополняется по каждому новому учебному году. С проектом «Этнокалендарь» Косланского детского сада мы знакомим педагогов района. На семинарах, конференциях рассказали о проекте в марте этого года на муниципальной родительской конференции на работе площадки воспитания всем обществом от единства взглядом к уверенному будущему наших дней. Предлагаем вашему вниманию маленький фильм про этнокалендарь. Связь, говорю, есть? Связь есть? Нормально? А сейчас вот это включится у меня? Фильм. Фильм. Вы там оттуда смотрите, да, чтобы это нормально смотрится? А тут... Тому шарвили, виделени масла з чужанму, макрієн місцени олам вилам, ешень улим битам вежабу, ешень улим битам вежабу, мітом, коми войте мітом.
войти, ми дом, коми войти, и щелем по. Уважаемые коллеги, может быть, есть вопросы у вас к представителю Ударского района? Я думаю, что очень интересные формы работы были представлены, но вы еще не завершили, пожалуйста. Осваивая элементы национальной культуры, дошкольник усваивает знания о родном крае, труде, быте, традициях, народу приобретает умение отражать доступные его пониманию элементы национальной культуры своей деятельности и получает богатую почву для развития чувств. Язык – это не просто средство общения, это неотъемлемая часть культуры народа. Поэтому невозможно знакомить детей с культурой народа коми без изучения коми языка. Тем более проблема сохранения финно-угорских языков, в том числе и коми языка, стоит в настоящее время очень остро. Одним из важнейших задач воспитателя Коми Республики в настоящее время погрузить детей в мир коми языка и сделать для школьников двуязычными. Косланский детский сад с 2012 по 2016 годы был ресурсным центром по обучению детей коми языку, реализовалась технология языкового погружения. Этнокультурный компонент образования реализуется по разным программам. В 2016-2017 учебном году творческой группой Косланского детского сада была составлена рабочая учебная программа по обучению детей коми языку. Организованная деятельность проходит в детском саду по этой программе. Ранее двуязычие не оказывает отрицательного влияния на психологическое, в частности речевое развитие ребенка. Педагоги детских садов района создают условия для всестороннего личностно-ориентированного развития ребенка и изучения им коми языка в непринужденной естественной форме, а также учат ребенка применять два языка в повседневной жизни, в режимных моментах, игре, на прогулках, совместной и самостоятельной деятельности. Основной вид детской деятельности – это игра. Большую помощь в развитии речи на коми языке играют игры лаборатории национальных проблем. Представленные на слайде игры «Лабиринт», «Подзорная труба», «Чудесный мешочек», «Ферма» направлены на решение следующих основных задач. Формирование словаря, работа над значениями слов и выражений, активизация словаря в разных видах речевой деятельности, формирование разных форм словесной речи, развитие связанной речи детей, прежде всего разговорной, а также описательно-повествовательной. Педагоги сами также создают игры с этнокультурным компонентом. В каждом детском саду района инсценируют с детьми сказки на коми языке. Вчера в Косланском детском саду 27 марта в рамках Международного дня театра открылся фестиваль «Театральный калейдоскоп», и где 3 группы инсценировали сказки на коми языке. И предлагаю вам посмотреть, ну, наверное, тоже какой-то отрывок хотя бы. «Паша пьет четчи же четчи», «Чери куишкань». Мы уже воспользовались опытом работы. И да, Яндыштым кыза. Каким? С 8-го детского сада. Да, я там была на семинаре и попросила. Сами попросили. Озман, да. Намет, бурнас, Вульповыштаны Черону Петковна. При организации воспитательно-образовательного процесса с детьми для создания игровых ситуаций, привлечения внимания, сохранения интереса используются игровые поля, которые позволяют обыграть и создать неимоверное количество речевых ситуаций на изучаемом языке. Игровые поля мы используем как при специально организованной совместной деятельности с детьми, так и дети используют в самостоятельной деятельности. У детей в дошкольном возрасте проявляется потребность в новых впечатлениях. Они стремятся изучить все новое и неизведанное. Именно поэтому мы, применяя идею с игровыми полями, предлагаем детям новые игровые поля. В этом нам в первую очередь помогают интернет-ресурсы. Согласно цели образовательной деятельности с детьми находим картинку без персонажей, распечатываем ее по программе ProPoster и развиваем речевую ситуацию. На слайде вы видите пример такой картины «Вырсаовыш ясный детсад», лесной детский сад. По ней можно проигрывать с детьми речевые ситуации по темам «Вырса», «Пемос», «Ясах», «Скотер», «Вунколям», «Ламнов» и так далее. Для того, чтобы знакомить детей с традициями обучаемыми занятиями коми народа, значит, создаем свои игровые карты. Вы видите примеры таких картин: «Миян чужанин коми парма», «Миян щикт». Закрепляем новые слова конструкции в режимных моментах, на прогулке, в сюжетно-ролевых играх.
Вот это у нас на прогулке. Дошколь... Это у вас на верандах, что ли? Да, рисовано? Ну-ка еще с раз родителями. покажите. Мгм. Все это, мы Коми-республику, там и водоем есть, и вот это еще и поляна есть, и с детьми выходим и на коми-языке повторяем, закрепляем те слова, которые мы изучили. В общем-то, сюжет на ролевых играх. Дошкольники района, участники и победители различных конкурсов этнокультурного направления. Значит, раз в 2 года у нас проходит районный фестиваль конкурс детского творчества «Челом» 2011, 2013, 2015, 2017 года. Наши дошкольники стали призерами. Районный конкурс живописи «Милее север для меня». Муниципальная выставка конкурс детского творчества «Озарный Киес». Районный детский вокальный конкурс «Голоса юности», в котором обязательным условием является, что одна песня должна быть на коми-языке. Педагоги Ударского района также участвуют в международных, межрегиональных и республиканских конференциях, обучающих семинарах и конкурсах. Это Всемирный конгресс финно-угорских народов, международный обучающий семинар «Современные подходы организации в двухлетнем дошкольном возрасте», это уездной образовательный семинар «Языки и культуры малых народов в образовательной системе большого города», межрегиональный семинар с международным участием финно-угорские языки и культура в дошкольном образовании, проблемы обучения, опыт, перспективы, город Саранск. Третья международная конференция «Родной язык в современных условиях двуязычия», районный семинар руководящих педагогических работников этнокультурное образование дошкольников в современных условиях, международный семинар авторов учебно-методических комплектов на финно-угорских языках для детских садов, республиканский обучающий семинар «Современные подходы обучения коми-языку», 4-я международная конференция «Место родных языков в региональных системах образования, пути их развития в современных условиях», международный семинар... Конференция не место. Тут Очень активно участвует. И в феврале 2018 года у нас прошел районный семинар педагогов дошкольных образовательных организаций по теме этнокультурное образование в системе дошкольного образования. Вот. Наши разработки и сценарии вошли Разнообразные сборники. Да. Просто покажите сборники. Да. Вот. Значит, мой ткут, родной язык современных условий, организация деятельности в двуязычном детском саду. Значит, педагоги района, я вот уже слайды пролистала, участники, активные участники акций, лаборатории национальных проблем и конкурсов всяких. Не буду уж перечислять. Ага. Значит, родители оказывают большую помощь в обогащении развивающей среды. В Османском детском саду есть герои, которые разговаривают с детьми только на коми-языке. Это Кикурулю, Ваткель, Юмпель, Пера-Богатырь. Был проведен конкурс, родители сделали странички из сказок, финно-угорских сказок. Так, где этот у меня? Во взаимодействии с родителями большое внимание педагоги уделяют проектной деятельности. Совместно с родителями были реализованы такие проекты «Утора», «Ланген Биапи», «Юстина Попова», «Лолантуй», «Певец Коми Парни», посвященные знакомству с творчеством коми-писателей Юлиана Сутова, Юстиной Поповой, «Коми Езлана Шатуш Дакос Юмьяс Бербалун», где у детей была возможность окунуться в историю коми-народа, обменяться приобретениями знаний о бытии и традициях коми-народа. На слайде один из проектов «Коми езла наша тёж, другой бюджет для съезда кусились». В процессе организации продумываем форму социализации среди целевого языка. Так, вот это еще один фильм был. Значит, посещаем в качестве экскурсии библиотеки, парикмахерские магазины. У нас село, у нас есть такая возможность, чтобы могли дети поговорить на коми-языке, чтобы он звучал не только в детском саду, но и в обыденной обстановке, слышался от разных людей. Так, если включится, конечно, чуть-чуть. Это проект, значит, у нас прошло первое воскресенье, и итогом проекта стал фильм.
Палачка, меодлачка, верба на здоровье. Верба. Вот вербное воскресенье – это вербное воскресенье, праздник по-другому еще называется «Вход Господень в Иерусалим». Вот. Это название. Так, и сейчас еще включу, если включится, еще маленькую. Так. Вчера у нас фестиваль. Прошу, вчера еще сняли. Пася, дети. Как бы Сетя дороже мыши. Паша, мыши да мыши. Как бы мыша дороже пукши. Паша, пукши. Как бы пукша дороже камыши. Паша, кремаш, как бы камыша дороже удар. Очень проблема, я скачку в картице. Современный двуязычный ребенок, как особая личная живущая социализирующая культура, может достаточно хорошо ознакомиться с несколькими культурами без вреда для психического здоровья и общего развития. Чувство любви к родине начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущены через детское восприятие, они играют порой огромную роль в становлении личности. Работа по сохранению и развитию традиций и обучения национальной культуры наших народов вбирает в себя и приобщение детей к культуре своего народа и других народов, и воспитание патриотов Родины, ознакомление с родным национальным искусством. Это создает Общий разряд какой-то я навистана. Наталья Валерьевна заявила интересная ужину данный молодец час. Очень интересная работа, разнообразная. Конечно, действительно, ваш детский сад, наверное, задает тон всему району. И как бы, хотя официально вы не являетесь ресурсным центром, но до сих пор как бы выполняете эту работу и собираете педагогов района. Ну а какие проблемы вы бы могли озвучить вот, по организации работы, по однокультурному образованию и, может быть, для будущего какие-то предложения, может быть, есть для общей работы такой нашей? Ну, вот в плане могу только, то есть мы общались, сейчас у нас только что семинар был, я спросила, что может быть у кого-то какие-то вопросы, у кого какие-то проблемы, просто сказали, что ну, на уровне района чаще собираться на семинары, обмениваться опытом, а то, что ну, глобальных проблем, они сказали, у них нет. А у нас в Космосском детском саду у нас уже есть база своя, может быть, даже, которую мы собрали, да, сценарии, все это проекты. То есть мы можем только предложить, если кому-то нужно, мы можем обмениваться опытом. Вот, мы тоже с удовольствием используем опыт других детских садов по этнокультурному образованию. Спасибо, Наталья Валерьевна. В общем-то, опыт по созданию этнокалендаря он у нас обобщен, и, в общем-то, он уже у нас опубликован. И я думаю, детские сады республики могут также на
как бы на датах своего района его обновлять, создавать. И это, конечно, очень такая форма организации, организующая. То есть вы уже как бы не можете себе позволить какую-то, да, слабинку. Постоянно вы удерживаетесь календарем. Ну и на будущее, конечно, вам успехов. Объединять педагогов своего района, ну и включаться в общие республиканские мероприятия. Конечно, хотелось бы, чтобы в Ударском районе коми-язык не иссяк, чтобы дети говорили на языке. И вот в этом вы работу большую проводите. Успехов вам. Спасибо. Да? Хочется попробовать. Так, сейчас мы переходим плавно. Конечно, регламент немножечко переборщили, но в любом случае материал, конечно, интересный. Я думаю, что те, которые у нас заочно участвуют в нашем семинаре, в нашем заседании, вы можете высказывать свое отношение через чат, писать свои какие-то мнения, впечатления. Но сейчас мы продолжаем и передаем слово члену Совета РМО Вуктыльского района Чернявской Наталье Робертовне. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, к сожалению, не владею коми-языком, и это особенность нашего Вуктыльского района, поскольку все-таки у нас преобладает население носителей русского языка, но мы стараемся реализовывать этнокультурное содержание дошкольного образования. Вот. И сейчас представлю наш опыт работы. В городской, хочу предупредить, что презентация не будет совпадать с моим выступлением, тут просто иллюстрация, иллюстративный материал, наши фотографии, работа проделанная. В городской округ Вуктыл входят 7 детских садов. Дважды дошкольные образовательные организации Вуктыла были признаны победителями республиканских конкурсов «Лучший детский сад года» в номинации «Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых». Детский сад «Солнышко», город Вуктыл, в 2013 году и детский сад «Золотой ключик» в 2015 году в данной номинации заняли призовые места. В 2017 году при районном методическом объединении педагогов дошкольного образования создан Совет по этнокультурному содержанию в дошкольном образовании городского округа Вуктыл, куда входит 19 членов, включая руководителей и педагогов дошкольных организаций. Председателем Совета является старший воспитатель МБДУ «Детский сад «Солнышко», город Вуктыл, Демченко Галина Александровна. Основные направления этнокультурного образования в дошкольных организациях городского округа Вуктыл — это краеведение, ознакомление с историей, культурой, природой родного края Республики Коми, приобщение к этнокультуре народа Коми, приобщение к традиционной русской народной культуре. Этнокультурное содержание дошкольного образования в той или иной степени реализуют все педагоги групп дошкольного возраста в рамках образовательных программ дошкольного образования. Этнокультурное содержание дошкольного образования района определяется общими положениями концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2020 годы и строится с учетом природного, культурно-исторического и этнического своеобразия Вуктыльского района. Еще раз повторюсь, то есть преобладают у нас все-таки носители русского языка. На основе диалогического сочетания коми и русской культур и ориентирована на позитивную социализацию дошкольников, формирование у детей патриотических чувств, представлений об этнической принадлежности, воспитание доброжелательного отношения к людям разных национальностей. В дошкольных образовательных организациях района создана развивающая предметно-пространственная среда по этнокультурному образованию. В нескольких детских садах города организованы мини-музеи этнокультурной направленности. Например, в детском саду Чебурашка есть мини-музей коми-культуры и быта. В детском саду Солнышко этнографический мини-музей народного быта, называется он «Берегиня». И в детском саду Дюймовочка мини-музей народного быта «Горница». Центры и уголки краеведения в группах дошкольного возраста
Имеется геральдика России, Республики Коми, города Вуктыла, различные дидактические игры, иллюстрационные материалы, развивающие пособия, образцы произведений народного декоративно-прикладного искусства, раскраски, иллюстративные книги с произведениями коми писателей, поэтов, народными сказками для использования в культурных практиках и самостоятельной деятельности детей с целью ознакомления с культурой, предметами быта, национальной одеждой, орнаментом, растительным и животным миром, полезными ископаемыми Республики Коми. В холлах дошкольных образовательных организаций созданы этнические экспозиции. Имеются макеты северного оленя, чума. На стенах лестничных проходов и музыкальных залов размещаются меняющиеся экспозиции детских работ и фотоколлажи этнокультурной тематики. Через созданную среду и различные формы работы с детьми осуществляется реализация множественных задач. Пробудить у юных граждан чувство любви к своему городу, республике, интерес к культурно-историческим традициям, способствовать пониманию детьми того, что и у людей, и у вещей есть своя история, воспитывать уважение к культуре, обычаям, традициям народа Коми, русского народа и других народов, населяющих район, развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения культурного наследия народа Коми и традиционной русской народной культуры. В целях активизации деятельности по этнокультурному образованию ведется работа с педагогами. Это работа в творческих микрогруппах. Например, в детском саду «Золотой ключик» в течение 4 последних лет работает творческая микрогруппа, прошу прощения за язык, «Миян Чужанмо», «Моя родная земля». Да? Руководитель, воспитатель этого детского сада Мизинцева Анастасия Николаевна. Целями микрогруппы являются формирование представлений дошкольников о культуре народа Коми и обеспечение условий для взаимодействия родителей и педагогов по приобщению дошкольников к культуре народа Коми. Микрогруппа ежегодно разрабатывает и реализует план мероприятий этнокультурной направленности. В детском саду работают 2 педагога, владеющие коми языком. Это, пожалуй, единственные 2 педагога на весь наш город, владеющие языком. Семинары, практикумы проводятся для педагогов, семинары, мастер-классы на темы приобщения детей дошкольного возраста к истокам традициям малой родины, воспитание патриотических чувств у детей в процессе приобщения к культуре родного края, сказка как средство нравственно-патриотического воспитания, сотрудничество с семьями воспитанников по нравственно-патриотическому воспитанию, народные подвижные игры, народные игрушки своими руками и многие другие мероприятия. Участие педагогов в разработке части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, этнокультурный компонент. Дальше скажу, у нас один детский сад реализует такую программу. Тематические педагогические советы, посещение открытых мероприятий коллег в рамках районного методического объединения, участие в региональных муниципальных природоохранных акциях во взаимодействии с национальным парком Югы-2, участие в творческих конкурсах этнокультурной направленности. Стимулирование участия педагогов в создании игр и наглядно-информационных ресурсов по этнокультуре и краеведению для использования в образовательной деятельности с детьми. В частности, созданная воспитателем детского сада «Сказка» Иванова Олеся Олеговна игра «Презентация. Любимый Коми край» в 2017 году заняла 3-е место в муниципальном конкурсе компьютерных презентаций и стала победителем открытого дистанционного конкурса «Моя презентация», организованного Центром доп. Образования. Участие педагогов дошкольных образовательных организаций в районных культурных социально значимых мероприятиях. В частности, участие в мастер-классах на районном празднике многонациональный Вуктыл. Участие в конференциях Коми народа, Коми Войтер. Консультации проводим для наших педагогов. Этнокультурный компонент входит в образовательную программу дошкольного образования каждого детского сада района. Этнокультурное содержание образования интегрируется в 5 образовательных областях и имеет свое наполнение в зависимости от
образовательных областей, а конкретные образовательные задачи по краеведению и приобщению детей к истории и к традициям народа Коми и к русской народной культуре решаются дошкольными организациями в соответствии с разработанными образовательными программами в части, формируемой участниками образовательных отношений. Так, в МБДУ детский сад Чебурашка, город Вуктыл, в части содержания дошкольного образования, формируемого участниками образовательных отношений, реализуется программа ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным краем через музейную педагогику. Коми, край мой северный. Автор-составитель Филиппович Ирина Владимировна. Программа Коми, край мой северный получила высокую оценку при анализе материалов, представленных детским садом к участию в республиканском конкурсе «Лучший детский сад года 2017», по итогам которого детский сад Чебурашка, город Вуктыл, стал победителем в номинации «Детский сад. Лидер дошкольного образования. Детский сад 21 века». Ну и основные формы работы с детьми – это праздники, досуги, организованная образовательная деятельность, игры, подвижные, хороводные, дидактические, экскурсии в мини-музеи дошкольных организаций, организованная деятельность на базе мини-музеев. В рамках оказания дополнительных образовательных услуг в детском саду «Золотой ключик» реализуется программа по кружковой работе, которая по-русски называется «Колокольчик». Рассчитана на 3 года. Разработала ее воспитатель детского сада Савельева Александра Ильинична. Дети, посещающие кружок, выступают на конференциях коми-войтер, рассказывают стихи коми-поэтов, поют песни на коми-языке, приглашаются на районные мероприятия по этнокультуре, ставят драматизации по сказкам детской писательницы Соломонии Пылаевой в своем детском саду. В 2017 году детский сад «Золотой ключик» в рамках районного методического объединения показала нам открытое мероприятие в сотрудничестве с детской музыкальной школой, которая называлась «Чомар» – праздник урожая, на котором дети исполняли песни на коми-языке. Взаимодействие с родителями в целях приобщения к этнокультурному образованию осуществляется в традиционных формах, через наглядные информационные формы работы. Это выставки рисунков, поделок, фотовыставки, информационные стенды, наглядная информация. Родители также привлекаются к участию в конкурсах, праздниках, досугах этнокультурной патриотической направленности. Также для родителей проводятся мастер-классы по созданию игрушек, игр. Вот хотелось бы, конечно, основная наша проблема – это все-таки то, что у нас отсутствуют педагоги, владеющие коми-языком. Вот, ну, еще раз повторюсь, это своеобразие нашего Вуктыльского района, это молодой район. Вот, и вот нам бы очень хотелось на будущее, мы строим планы, конечно, по реализации этнокультурного образования. Это очень хотелось бы разработать программы, проекты этнокультурной направленности, активизировать наших родителей, чтобы они принимали участие, также помогали нам разрабатывать эти программы, изучать, внедрять в образовательную деятельность дошкольных учреждений методики передового опыта республики по ознакомлению детей дошкольного возраста с традициями, с историей и с культурой коми-народа. И очень хотелось бы, чтобы наши педагоги проходили курсы повышения квалификации по темам этнокультурного образования детей дошкольного возраста в современных условиях. Этого нам очень не хватает. К сожалению, вот почему-то именно по этой теме у нас педагоги не очень активно повышают квалификацию. Ну вот и все. Спасибо. Нет. Да, вот, да, наверное. Курсы-то у нас проводятся, а мотивации нет. Вот буквально 16 апреля у нас будут 2-недельные курсы по этнокультурному образованию. Причем мы еще тоже информацию дадим. Так что милости просим вас приехать к нам для того, чтобы вы познакомились с опытом работы детских садов Сыктывкара и Сыктывдинского района. Ну и, конечно, уже конкретно узнали содержание работы. То есть каким-то образом уже это будет основой для программы, рабочей программы вашего
в вашем районе. Но, в общем-то, несмотря на то, что вот вы озвучили проблемы, я думаю, что ваше выступление показывает, что жизнь активно она идет, да, и очень красиво, наглядно все это представлено. Захотелось даже к вам приехать для того, чтобы познакомиться уже на месте с опытом работы. И, конечно, отрадно то, что у вас есть желание как бы и пропагандировать, и популяризировать коми-язык, потому что в любом случае, конечно, чем больше языков слышит ребенок и каким-то образом начинает его даже употреблять какие-то слова, это тем богаче ребенок сам станет. Так ведь? Вот. Спасибо большое, Наталья Робертовна, что к нам приехали, что именно вот мы здесь и познакомились и услышали ваше выступление. Я думаю, это будет очень полезно для всех слушающих и в онлайн-режиме тоже, что Вуктыл, в общем-то, у нас такую работу ведет содержательную. Вопросы можно задавать в чате, вопросов пока нет. Есть нет вопросов у нас от тех, которые сидят в нашей аудитории. Нет вопросов, уважаемые коллеги? Ну что ж, тогда двигаемся дальше по повестке. Далее нам предлагается нашему вниманию опыт работы по этнокультурному образованию города Инты. И я поняла, так и Интинского района, так ведь? К сожалению, Людмила Николаевна не смогла приехать к нам сама, но она предоставила презентацию и свое выступление. Мы, конечно, не сможем как бы так вот глубоко, может быть, рассказывать весь опыт работы, но зачитаем текст, да, который предоставлен. Итак, уважаемые коллеги, в городе Инта реализует этнокультурное содержание своей деятельности 5 детских садов и 1 группа в детском саду СОЖ села Костюво. Всего работают в этом направлении 11 педагогов, коми-язык ведут 3 педагога, и краеведение в режимных моментах используют коми-язык 8 педагогов. На сегодняшний день обобщен опыт работы Беляевой Татьяны Петровны, которая работает в детском саду номер 25 города Инты по теме обучения коми-языку детей дошкольного возраста. Во всех детских садах создана предметно-развивающая среда для этнокультурного образования. В детском саду номер 30 оборудованы центры в групповых помещениях с размещением предметов быта народа коми. Собраны комплекты кукол в национальной одежде разных народов. Организован мини-музей. Имеется комплект аудиопособий, методическая художественная литература, пособия по приобщению детей к коми-культуре. Произведения декоративно-прикладного искусства имеются в кабинете изобразительной деятельности. Есть также комплект сказок. В детском саду номер 25 есть коми-уголки, имеются макеты природных ландшафтов, жилища северных коми, коллекции полезных ископаемых Интинского района. В детском саду номер 29 организована коми-изба с предметами быта и предметами одежды коми народа. В селе Костювом созданы педагогами куклы в вижемских национальных костюмах, имеются коми-народные инструменты, пимы из камуса с узором, вынь, плетеный из ниток для подвязки тобока. Представлено узорное вязание. Какие же основные формы работы с педагогами используются? В рамках проекта «Музей-мастерская» разработаны занятия с дошкольниками музея детского сада по темам берестяных дел мастера. В гостях у тетушки Марпиды, убранство избы коми, утварь, обычаи, деревянное чудо, резьба по дереву, скульптуры из корней, изготовление поделок из сучков и корешков. Вторая форма работы – это информационные фотостенды в помещениях детского сада. Парк Юга-2, исторические места Республики Коми. Ими гордится наша республика. Ретро-город, каким был наш город более несколько десятилетий назад.
Проводится анкетирование педагогов по выявлению этнокультурной компетентности, проводятся консультации по ознакомлению дошкольников с государственной символикой и символикой республики Коми, планирование работы с детьми по ознакомлению с родным краем, обряды и традиции народа Коми. Был проведен семинар-практикум и декоративно-прикладное искусство народа Коми, народный орнамент Коми, игрушки Коми, изготовление кукол. Семинары по темам формирование образа семьи, формирование образа семьи в процессе приобщения детей к народной культуре, формирование представления о родине. Основные формы работы с детьми по этнокультурному образованию, знакомство с национальным коми-узором, коми-дидактические игры, подвижные детские игры, пышка и горань ошкыш, занятия по коми-языку в рамках кружковой работы, занятия по краеведению, включены в основную общеобразовательную программу по образовательным областям. Циклы интегрированных занятий, включающие различные виды деятельности, проводятся на основе единого содержания. «Мой край любимый навеки», «Путешествие с Перой богатырем», «Идем в коми-сказку», «Лесной человек», «Ягморт». Проводятся познавательные этические беседы, видеопросмотры на занятиях и в свободное время дня, развлечения, праздники, рассматривание иллюстраций, репродукции картин коми-художников, чтение произведений коми-поэтов, встречи с интересными людьми города Инты, участие воспитанников детского сада, педагогов и родителей в праздничных днях коми-народа, День оленевода, День республики, проводятся целевые прогулки, организована кружковая работа «Минам чужам, моя родина». Используется театрализованная деятельность с использованием коми-слов, целевые прогулки по селу, экскурсии в сельский музей и так далее. В общем, тут собраны все эти формы работы, которые используются в городе Инте. С родителями проводятся родительские собрания, беседы, консультации. Ежегодно в качестве итогового мероприятия весной проводятся детские спектакли для родителей и гостей по мотивам коми-сказок. Анкетирование уровня этнокультурной компетенции родителей. Нету презентации. Показала, что как бы на основе анкетирования привлекают родителей к проведению различных занятий, родители участвуют в совместных проектах, родители предоставляют фотографии, предметы быта, искусства, которые хранятся в семье и привезены из деревень, и как бы пополняется фонд детского сада, совместно участвуют в фольклорных праздниках, спектаклях и развлечениях. Проводятся консультации для родителей. Родители участвуют во всех праздниках и мероприятиях. Перспектива – это продолжение работы по обобщению этнокультурного содержания, обмен опытом работы педагогов и какие проблемы выявлены. Недостаточное взаимодействие педагогов на городском уровне по этнокультурному содержанию дошкольного образования, недостаточная сформированность этнокультурной компетентности у молодых педагогов и родителей вновь поступивших детей, недостаточное оснащение предметно-пространственной среды и методической литературой, недостаточное совершенство сетевого взаимодействия с социумом в плане этнокультурного образования, недостаточное финансирование по данному направлению, недостаточная сформированность этнокультурной компетентности у родителей, недостаточное оснащение предметно-пространственной среды. И какие же пути решения этих проблем предлагается? В общем-то, как бы все эти проблемы решить, сформировать компетентность, продолжить обогащение среды и расширять сетевое взаимодействие. В общем-то, Людмила Николаевна, конечно, поставила перед собой, как членом Совета РМО по Интинскому району, конкретные задачи.
Надеемся, что эти задачи совместными усилиями вместе, может быть, и с педагогами, родителями они будут реализованы. И, в общем-то, я думаю, Инта и на сегодняшний день она славится своими традициями по этнокультурному образованию. Я сама лично бывала в детских садах Инты, я видела патриотическую патриотическую направленность педагогов и руководителей некоторых детских садов именно в том, чтобы сохранять основы традиционной культуры Коми, чтобы дети знали об этом. Поэтому я думаю, что все будет замечательно. Спасибо за информацию предоставленную. Надеемся, что Людмила Николаевна в будущем все-таки сможет приехать на одно из заседаний и сама лично уже выступить с какой-то информацией. А сейчас мы переходим по повестке к следующему выступлению. Слово предоставляем Ирине Леонидовне Лисихиной, старшему воспитателю детского сада номер 83, которая нам как раз проинформирует о промежуточных результатах деятельности Республиканской опорно-методической площадки. По теме. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В нашем детском саду 83 уже имеется опыт образовательной деятельности педагогов по этнокультурному содержанию, а также опыт участия педагогов и детей в республиканских и муниципальных мероприятиях. Педагоги успешно организуют и проводят с детьми познавательные викторины, квест-игры, инсценировки, музыкальные игры и хороводы на коми-языке, а также физкультурные занятия и досуги с этнокультурным содержанием. В нашем детском саду в каждой группе есть коми-уголок с мини-музеем, разработаны комплекты дидактических игр, тематические альбомы для расширения словарного запаса, речевого общения на различные темы. При тесном сотрудничестве и поддержке лаборатории национальных проблем дошкольного образования Коми Республиканского института развития образования наши педагоги учатся грамотно строить речевые занятия по коми-языку. Воспитатели нашего детского сада стали активными участниками педагогического десанта. У них появилась возможность познакомиться с опытом работы других детских садов и уже тех детских садов, которые использовали ранее технологию языкового погружения. Все это послужило переходу детского сада на технологию языкового погружения. И в 2015 году у нас работала только одна группа. В 2017 году мы уже начали работу по языковому погружению, работают уже 5 групп. Имеющиеся программные методические материалы для организации занятий по коми-языку как государственному в дошкольных образовательных учреждениях составителей Зои Васильевны Остаповой и Москвиной подробно раскрывают содержание и методические требования к организации работы в детском саду. Следует также отметить, что на сегодняшний день в педагогическом коллективе идет активный поиск инновационных и эффективных форм, методов и приемов обучения детей дошкольного возраста коми-языку в условиях городской русскоязычной среды. Кроме того, у нас уже имеется положительный опыт использования эффективных форм, методов и приемов. Вместе с тем, на сегодняшний день в детском саду у педагогического коллектива есть высокий интерес к реализации современных педагогических технологий в обучении детей коми-языку, а также в разработке рабочих программ по обучению детей коми-языку. Инициативная группа педагогов разработала программу деятельности Республиканской опорно-методической площадки на 2017-2020 годы по использованию современных педагогических технологий в обучении детей коми-языку в условиях городской русскоязычной среды. Основой для программы явилась нормативная база. Цель программы – это создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов по обучению детей дошкольного возраста коми-языку как государственному на основе современных педагогических технологий. Задачи и ожидаемые результаты деятельности Республиканской опорно-методической площадки звучат таким образом. Первая задача – создать благоприятную коми-языковую среду. Соответственно, имеется в виду, что в ожидаемых результатах у нас будет сформировано позитивное отношение детей и родителей к коми-языку. Будет состоится популяризация коми-языка, будет обеспечена психолого-педагогическая поддержка семьи в вопросах обучения детей коми-языку. Второй задачей у нас... Вообще-то и происходит уже. Да, думаю, что да. Второй задачей нашей программы было и есть изучить и внедрить современные педагогические технологии и внедрить их в процесс обучения детей коми-языку.
Здесь у нас ожидаемые результаты вышли На в сегодняшний варианты день. на сегодняшний день. Да. Это использование современных технологий в обучении детей коми-языку, таких как социоигровая, игродиалоги, проектная деятельность, мнемотехника, карты пропа, настольные игры-ходилки, лэпбуки, логарифмика, экспресс-сказки и другие. На сегодняшний день у нас также добавились современные технологии. И, соответственно, сформирована профессиональная компетентность педагогов в образовательной деятельности, в обучении детей коми-языку и положительная мотивация педагогов и родителей в обучении детей коми-языку. Третья задача у нас стояла обобщить опыт работы педагогов в виде учебно-методического и дидактического материала к рабочим программам. В ожидаемых результатах стоит распространение опыта работы массовой практики педагогов детских садов и Республики Коми. Все 3 пункта ожидаемых результатов у нас реализуются в полной программе, в полном объеме. Можно немного рассказать о системе работы по планированию деятельности и организации работы педагогов по этнокультурному образованию и обучению детей коми-языку. Основная образовательная программа детского сада «Золотой ключик» номер 83 – это приоритетная цель образовательной программы приобщения детей к этнокультурным ценностям, ознакомление с Республикой Коми, ее историей, традициями и промыслами. Реализация цели основной образовательной программы во всех возрастных группах и во всех образовательных областях проходит через организованную образовательную деятельность, такие как познание, краеведение, экология, продуктивная деятельность. А в группах, работающих по технологии языкового погружения 50/50, происходит обучение коми-языку 1 раз в неделю в образовательной деятельности и через разнообразные формы в совместной деятельности с воспитанниками с 3 до 7 лет, через беседы, игры, изучение чтения художественной литературы и фольклора коми-народа. Как я уже сказала, у нас уже 6 воспитателей, которые реализуют технологию языкового погружения. Также у нас идет интегративное приобщение к культуре и традициям. Наши специалисты, музыкальные руководители, воспитатели по физической культуре, воспитатели по изобразительной деятельности обязательно участвуют во всех проектах и во всех занятиях, к которым им привлекают воспитатели. Вот перед вашими глазами модель организации образовательного процесса по обучению детей коми-языку. Обучение детей коми-языку и этнокультурная часть, они находятся в формируемой части основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Формируемая часть включает в себя самостоятельную деятельность, совместную деятельность, взаимодействие с семьей и взаимодействие с социумом. Вот на экране вы все видите. Как я уже сказала, 1 раз в неделю у нас обязательно по сетке или по расписанию наших занятий, для примера, вот на экране вы видите, присутствует обучение коми-языку. Но те воспитатели, которые реализуют технологию языкового погружения, у них идет языковое погружение, как сказать, всегда, да, то есть и в совместной деятельности, и в режимных моментах. То есть, допустим, вот взять, если физическая культура, или музыка, или познание, экология, да, где вы видите, там у них обязательно идет присутствие коми-языка. Здесь идет обучение, повторение, закрепление и так далее, тех слов, тех фраз, которые они обучались на занятии по коми-языку. Таким образом, у нас выглядит пример рабочей программы по образовательной области на каждый возраст с 3 до 7 лет. Содержание образовательной деятельности по обучению детей коми-языку мы основывались на рекомендациях Зои Васильевны Остаповой и Москвиной. Естественно, вы видите, что на каждый месяц есть тема занятия, фонетика произношения, да? Лексика, понимание, говорение, грамматическая, морфологическая синтаксис, часть, связанная речь, диалог, монолог, формы взаимодействия и современные технологии прописывают воспитатели. Также взаимодействие с работниками детского сада и объектами ближайшего окружения, с социальными нашими партнерами. Также в детском саду разработано календарное планирование, оно обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных стандартов и основной образовательной программы в соответствии с развитием личности ребенка в различных видах деятельности, в том числе этнокультурное образование. Хорошо. Ну вот, например, да, в средней группе в каждую среду у нас идет познавательное развитие, формирование представления о коми-крае. В старшей подготовительной группе каждый понедельник у нас обязательно идет познавательное развитие, в каждую среду художественно-эстетическое развитие. Вот у вас все перед глазами, вы все видите. Старшая подготовительная группа каждый четверг обязательно познавательное развитие окружающий мир, формирование представления о коми-крае. И обязательно идет работа с родителями. Вот посмотрите, мы проводили анкетирование, вот такие вопросы звучали, и какие у нас в результате были
ответы и какие процентные отношения у нас возникало. В работе с родителями используются разнообразные формы по приобщению к коми-языку, культуре, к традициям коми-края, а также знакомство с современными технологиями при обучении детей коми-языку. Вот посмотрите, у нас, как обычно, идут родительские собрания, тематические мастер-классы, акции, открытые занятия. Недавно вот прошло тоже родительское собрание, используя мнемотехники. Очень были довольны родители. Ну и вот сами промежуточные результаты. Я вам представлю кратко технология моделирования, например. Знакомство с мнемоквадратами. Технология лэпбук. В каждой группе у нас почти есть лэпбуки, создаются, в том числе и на коми-языке. Технология изготовления настольных игр, игр-ходилок, игры драматизации, ролевые диалоги разработаны. Обязательно в каждом группе есть уголок информация для родителей. Если это группа языкового погружения, то обязательно разговариваем по коми. А если это группа этнокультурной направленности, у нас обязательно тоже есть уголки для родителей, информационные стенды. Языковые зарядки используются. Наш детский сад активно очень участвует в акциях лаборатории национальных проблем дошкольного образования. В городских и районных конкурсах занимает призовые места. Вот, обратите внимание. Также мы сами принимали участие в педагогических десантах, ну и с недавнего времени мы стали принимать у себя первые республиканские, значит, курсы повышения квалификации, так что просим к нам, приезжайте на курсы повышения квалификации, мы вас будем очень рады видеть. Вот посмотрите, какие примерно у нас программы были. Вот такие мероприятия. Я просто сделала выжимку из программы, чтобы вы просто ориентировались. Были и занятия на коми-языке, и игры интерактивные, и миксы спортивные, театральная деятельность. Дети показали и песни, и танцы, и стихотворения, и ансамбли был лошкарей у нас, призеры знаменитые. Педагогические проекты, мастер-классы. Второе мероприятие у нас было, тоже республиканские курсы были у нас. Вот посмотрите примерно, как все это проходило. Какие вопросы решались. Не только разрабатывать, но уже и транслировать. Это мы тут хвастаемся, да, Зоя Васильевна? Третье мероприятие недавно вот было, 1 ноября, тоже вот посмотрите. Молодцы. Ну и сейчас вот недавно было 14 февраля, здесь я не стала программки прописывать, просто посмотрите фотографии. Это занятие обучение коми-языку. Здесь по Соломоне Пылаевой ознакомление со сказками в игровой форме интересной. Здесь драматизация с родителями, лошкари наши знаменитые занятия и танец с ведрами. Здесь представляли воспитатели свои лэпбуки, свою развивающую среду для слушателей курсов, свои игры. Это было изучение коми народного танца. Здесь по мнемотаблицам, видите, мнемосхемы, разучивались танец на степах. В результате наш педагогический коллектив, где входят не только воспитатели, мы охватываем также, у нас есть младший персонал, который активно участвует в песенных творчествах наших. Ну и в принципе вот только сейчас я представляю вам наши результаты. Детям очень нравится проявлять себя, особенно когда родители видят. И родители очень довольны, когда дети у них приобщаются к коми-языку и коми-культуре. И поэтому мы очень хотим сказать о том, что главная задача педагогического коллектива и всего сообщества – это популяризация коми-языка. И обязательно нужно приобщать родителей и правильно доносить им вот нашу вот эту нынешнюю ситуацию, что это не страшно, что это самим детям очень интересно. И поэтому наш проект и наша программа, она работает больше на то, чтобы были современные подходы к коми-языку. Поэтому мы стараемся использовать самые современные методы, формы. И результаты вы уже видите, и мы дальше будем работать над этим. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Может быть, есть вопросы у наших присутствующих и те, которые слушают заочно. Конечно, много кто присоединяется, все приветствуют, благодарят за выступление. Спасибо большое, Ирина Леонидовна, и вам успехов в работе в дальнейшем. Итак, уважаемые коллеги,
мы на сегодняшний день реализовали нашу повестку в плане подготовленных выступлений. Сейчас же мы хотим приступить уже к тому, что у нас обозначено формулировкой «разные», потому что есть информация, которую мы бы хотели до вас донести. И в связи с этим я предоставляю слово Ларисе Геннадьевне Кулышевой, сотруднику лаборатории национальных проблем дошкольного образования, чтобы она познакомила с теми мероприятиями этнокультурной направленности, которые у нас будут проводиться в течение 2018 года. Мы бы хотели, чтобы вы все активно включались в эти мероприятия, и чтобы вы знали о них. Пожалуйста, да. Мы вывели основные мероприятия, к которым вы можете подключиться и с целью повышения педагогической компетентности и популяризации языка, о чем говорилось очень активно выше. Вот, в апреле у нас, он уже объявлен, вам Министерство образования спустило уже эти приказы, и также они опубликованы на сайте нашего Института развития образования. Это республиканский конкурс грантовой поддержки дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиции. Он, как и в прошлом году, проводится как для дошкольных образовательных организаций, так и отдельно для педагогов по 6, по-моему, там номинациям. В положении все это очень хорошо прописано. Конкурс проводится со 2 апреля по 31 мая. Вот, итоги будут проводиться уже 31 мая. Подключайтесь, пожалуйста. Дальше. Объявлен конкурс республиканский Коми Беладыш 2018, который объявлен с 15 марта, и итоги будут проводиться 17 мая 2018 года. Прием материалов, он продлился не до 31 марта, а до 16 апреля. Вот. И обязательно надо пройти там электронную регистрацию в этом году. В том году не было. Также хотим вам объявить, что завтра, 29 марта, будет вебинар по республиканскому конкурсу Коми Беладыш. Можете подготовить вопросы. С 2 часов завтра будет подключение. Ссылка на вебинар вывешена в группе ВКонтакте Джолик Малышок. Дальше, с 16 по 27 апреля у нас будут проходить курсы по теме «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста в современных условиях» на 72 часа. Очень интересный план. Мы в рамках этих курсов охватываем даже республиканский конкурс «Воспитатель года», да, где очень интересные мероприятия, там будет возможность посетить. Дальше, в июне очень серьезная глобальная у нас такая задумка, но и запланирована уже, и составляется план реализации. Это летняя школа, мастерская игропедагогики Джолик Малышок, на котором у нас будет проходить 4-е заседание нашего республиканского метода объединения с целью обмена лучшими практиками по организации игрового пространства в семье и в детском саду. Эта летняя школа, она будет включена в проект, будет проходить в рамках проекта «Школа игропедагогики Джолик Малышок». Зоя Васильевна, если что-то хотите добавить поконкретнее, добавите сейчас или... Ну, летняя школа игропедагогики Джолик Малышок, она будет, конечно же, ориентирована на то, чтобы в ней участвовали все члены Совета республиканского метода объединения. И я думаю, что приедут все люди, все те, которые отвечают за вот это направление в своих районах и городах. То есть у нас будет возможность встретиться, познакомиться. Ну и, конечно, здесь будут участвовать в первую очередь те педагоги, которые входят в проект «Школа игропедагогики Джолик Малышок», который мы реализуем на президентский грант. Потому что эта школа
по идее, финансируется вот из этого проекта. Поэтому как бы приглашаем к участию. Если же сами члены совета РМО от районов, городов не смогут принять участие, хотелось бы, чтобы они отправили своего представителя от района, для того, чтобы мы уже в общем как бы коллективном таком вот сознании, мышлении смогли выработать перспективы работы на будущее. Поэтому конкретная информация, она еще будет дана дополнительно, информационные письма будут отправлены. Но то, что это мероприятие состоится, это уже точно. Выездное. Да, это выездное мероприятие. И все условия, они будут даны, описаны в письме информационном. В сентябре-октябре будет происходить реализация республиканского проекта. Уже там итоги у нас будут. Школа игропедагогики Джолик Балашов. Тоже туда можете подключаться. По 3 районам. Это Прилуцкий, Сыктывдинский и Ижевский. Все равно можно подключаться, смотреть. Это все мы будем выставлять на сайте, на официальном сайте Джолик Балашов и ВКонтакте, в группе нашей тоже. В ноябре будут курсы по методике обучения коми-языку детей дошкольного возраста. Это очень важные курсы, где дается именно методика по разным подходам и технологиям обучению дошкольников коми-языку. Также в ноябре у нас будет республиканский фестиваль детского творчества «Шуда Челядыр Коми Черный Пыр». Тут будут различные конкурсы для детей, начиная от конкурсов рисунков, заканчивая, в том числе и фото какими-то, и репортажами, может быть, видеороликами. Мы еще все это хорошо продумаем и также будем объявлять положение, где-то в скором времени, да, в скором времени. Вот, в декабре у нас это уже традиционно будет проходить республиканский праздник Чолом Джолюкяс, который будет посвящен 20-летию детской телепередачи на коми-языке. Вот, и планируем проводить этот праздник в 2018 году. Но мы еще не определились где. Каждый раз мы проводим в разных районах. И также, может быть, даже посоветовавшись с вами, мы будем такие ключевые моменты принимать на летней школе. Решения, да, потому что, чтобы мы не в едином лице это принимали решения такие важные, а вместе, совместно, советуясь с вами. Вот такие объявления на этот год по мероприятиям. И можем, конечно, все это разослать тоже, да? Чтобы подключались. Там вопросиков-то нет. Чат у меня сорвался. Поэтому сейчас я подойдет, он мне сделает. Все, хорошо. Может быть, будут вопросы, вы в чате задавайте. Сейчас нам тут техники немножко подправят и сможем работать дальше. А давайте я пару предложений скажу по решению второго заседания. У нас там было такое предложение, чтобы каждый район предоставил информацию по работе, именно по обучению коми-языку и этнокультурному содержанию именно в вашем районе, в дошкольных организациях. И на данный момент информацию эту нам предоставили. Это Прилуцкий район, Ударский район, Сыктывдинский район, Троицко-Печорский район, Усть-Куломский район, город Воркута, Инта, Буктыл. То есть 8 муниципальных объединений нам предоставили эту информацию. Конечно же, для того, чтобы вам предоставить и показать полную картину работы нашей республики, какие детские сады, по каким направлениям работают, какие программы применяют. Я, конечно, выписала, но не по всем. Хотелось бы показать вам полную картину. Педагоги по каким направлениям обобщают опыт работы, демонстрируют свой опыт работы, на каких уровнях в том числе. Вот, мы, конечно, я предлагаю включить этот пункт в резолюцию после нашего третьего заседания, чтобы все-таки, может быть, побольше времени было, чтобы собрать и предоставить данный материал, для того, чтобы мы как-то могли разработать стратегию дальнейшей деятельности с вами
и так далее. Сейчас я немножко покажу пункты, по которым собирались. Вот, смотрите. Сейчас покажу. Собирались, информация собиралась, да. Ну, вот это по Зактыбинскому району, что такое большое. Сейчас я уменьшу немножко, чтобы полностью табличка влезла. Вот, то есть, вот дается определенная дошкольная организация, какая программа применяется, что ведется, какие мероприятия, краеведение, коми-язык, режимных моментах или в других каких-либо организованных мероприятиях, и на каком языке проводятся занятия. И дается фамилия, имя, отчество педагога, это стаж, образование, с какого года ведет работу педагог и обобщен ли опыт. И так далее по всем дошкольным организациям. Это я уже сделала общую такую таблицу, но для вас таблица будет, она немножко проще, которую проще будет собирать по всем детским садам. Детские сады, они сами заполнят табличку и вам отправят, как членам республиканского методического объединения. Вам только останется это собрать в единое целое, отправить нам, а мы уже сами сделаем выводы и соберем единую такую очень, как в развернутом виде, схему такую, да, по всей республике Коми. Вот, и на данный момент, что я еще хочу сказать, по представленным, из представленных 8 муниципальных объединений у нас по обучению коми-языку и этнокультурное содержание ведется в 76 дошкольных организациях, и данным направлением занимаются 210 педагогов. Тех, которые да, и это из тех, которые представили. Представили на сегодняшний день? 8. Значит, остальным еще надо поработать. Да, это собрать надо будет. Конечно, интересно, тут очень интересная картина появляется именно по применению, по каким программам работают, на каком языке проводится работа. Вот, конечно же, по программе Парма, они, вот что я хочу сказать, что дают не полностью программу Парма, а именно элементы. Элементы из программы Парма. В основном идет применение программы, это программа методические материалы. Вот сегодня тоже у вас Зоя Васильевна Остапова и Москвиной. Вот, и вот еще хотела я сказать, что в опорно-методической площадке села ЛСМ проводится апробация программы этнокультурного образования детей дошкольного возраста детям Республики Коми. Там уже разработаны рабочие программы с включением непосредственно в каждую образовательную область данной программы. И, конечно, это очень... Ну, мы дадим потом... Да. Это не апробации нельзя назвать, потому что программа, она уже утверждена. Просто детский сад Лызом на сегодняшний день является республиканской опорно-методической площадкой. И этот детский сад ориентирован на то, чтобы разработать методические материалы по конкретным разделам вот этой программы, а именно вот по художественно-эстетическому направлению. Вот. Но Марина Владимировна дала апробацию как один из авторов, наверное. Она является одним из авторов, но по идее на сегодняшний день эта программа утверждена уже. То есть она утверждена. Просто надо к ней создать, конечно, шлейф различных пособий. Да, это все собирается. Дальше по программе Джолик, это Усть-Куломский район, да, пчела мертвый, пчела мертвый, здравствуй, друг. Есть программа. Да, и также... И так далее. Конечно, хотелось бы посмотреть по всем муниципалитетам. Ну, мы это включили в решение нашего заседания, чтобы к следующему уже нашей встрече все районы вот такую информацию нам предоставили. Почему нам это надо? Действительно для того, чтобы создать вот эту общую ситуацию по республике, что у нас, какая картина есть на сегодняшний день, и чтобы выйти вот на проблемы общие и как бы попытаться их разрешать. Так ведь? Вот это самая главная задача.
Ну что ж, спасибо за информацию, Лариса Геннадьевна. Вопросов, я вот смотрю, по чату нет, просто лишь благодарят за выступление, за интересный опыт работы, который представили наши коллеги. Ну, а сейчас мы тогда уже приступаем к завершению нашего заседания и предлагаем вашему вниманию решение нашего сегодняшнего заседания. Итак, какое решение мы вам предлагаем, которое мы можем обсуждать. Вы можете в чате писать свои предложения какие-то или поправки, но мы вам предлагаем вот такой проект решения. Принять к сведению информацию о нормативно-правовом обеспечении процесса этнокультурного образования в дошкольных организациях республики и применять в педагогической деятельности. Мы прикладываем локальный акт, примерный локальный акт, на основании которого каждый детский сад уже создает свое положение. Второе. Положительно оценить опыт работы Ударского, Вуктыльского района города Инты детского сада номер 83 города Сыктывкара по реализации концепции этнокультурного образования. Членам Совета РМО подготовить информацию о дошкольных образовательных организациях и педагогах, ведущих деятельность по обучению коми языку и краеведению. Это для всех районов, но те, которые сделали, молодцы, а те, которые пока не предоставляли такую информацию, мы вам предлагаем, опять же, эту форму информации. Для членов Совета РМО также мы предлагаем сделать вот такую работу, которая нам очень важна для того, чтобы мы вышли на анализ закономерности развития детской речи, организовать работу по сбору фактического материала спонтанной, то есть в естественной обстановке детской речи на аудио или видеоносителе. 120 минут на коем языке, родном языке для ребенка. Понятно, что это в тех условиях, которые вы имеете. Это для коми-язычной среды или для русскоязычной среды и так далее. Конкретная информация вам будет дана, инструкция для сбора этого материала тоже вам будет дана. И, в общем-то, вот этот материал, он нам просто необходим. Как нужно это все сделать, в инструкции будет сказано. Опять же, членам Совета РМО, это уже третий пункт, да, нужно активизировать участие педагогов Республики Коми на заседаниях РМО для того, чтобы они также слышали вот наши собрания. И на сегодняшний день, в общем-то, эта активность присутствует. Мы благодарим всех наших помощников, всех наших членов Совета РМО на местах, что, в общем-то, активность подключения на наше заседание есть. Мы еще конкретно уточним, сколько всего людей, но на нынешний момент около 50 человек у нас участвуют в нашем собрании. Да. Вот. Далее, к следующему заседанию, которое мы планируем провести уже в рамках летней школы игропедагогики Дюлюк в июне. Я же должна смотреть еще. Мы должны... 3-4 я пока еще. Мы планируем заслушать опыт работы по реализации концепции этнокультурного образования Усть-Куломского района, Усть-Вымского, Сысольского района и города Сыктывкара. Опять же, мы в приложении предлагаем вам план отчета, как можно более интересно, конечно, хотелось бы услышать, какая работа ведется в районах. И опять же мы обращаемся к членам Совета РМО, чтобы вы приняли активное участие в летней школе игропедагогики, которая будет у нас проводиться в июне. Конкретную информацию мы вам дадим дополнительно. И я думаю, что опять же сюда, как решение заседания РМО, нужно включить, чтобы члены Совета РМО способствовали тому, чтобы вот наш план работы на 2018 год, который был уже представлен, да, все мероприятия, которые будут проводиться в течение года, вы организовали участие педагогов своего района.
Вот это мы, этот пункт сюда включим. План работы на год. То есть все те мероприятия, которые у нас запланированы, они, конечно, вам как бы тоже должны быть интересны, и они должны иметь пользу, иначе зачем тогда мы это проводим. Вот такое решение заседания сегодняшнего мы вам предлагаем. Какие могут быть, может быть, есть вопросы, уточнения? Зоя Васильевна, Да. Прилузский район не отчитывается, да? А Прилузский район у нас еще не отчитывался? На осень? Нет. На осень? Там на июнь у нас был большой список. Да. Там он у нас есть. Ну, по Прилузскому району мы решим. Да, потому что Сейчас мы с вами немножко в другом ракурсе, более обширном работаем, и мы это решим. Не будет времени. Да, может быть, Прилузский район, так как вы у нас являетесь участником проекта республиканского, и было бы интересно посмотреть уже весь вот этот отчет уже к концу года, потому что завершающие мероприятия же они пройдут до ноября, а если мы вас включим в июне, то как бы еще не все вы успеете нам предоставить. Да? Тогда вот Да, это на осень. осень. То есть в июне, а потом следующий у нас будет где-то, наверное, в ноябре, да, или в декабре мы последнее уже заседание РМО проведем. Так, есть вопросы, уважаемые коллеги, которые присутствуют, которые у нас очно, заочно? Вся эта информация будет разослана. Да. Так, вот тут вот спрашивают, что материал, мол, очень интересный. Конечно, есть повторы. Хотелось бы, чтобы акцент делался на самых интересных мероприятиях, которые проводятся только в этом муниципалитете, и озвучивать проблемы. Конечно, для того, чтобы знать, что не проводится в других муниципалитетах, надо знать то, что проводится везде. Так ведь? К сожалению, действительно, мы устроены так, что мы живем в одном пространстве, да, в едином пространстве, и повторы, они неизбежны, тем более, что мы используем одни и те же технологии. Музейная педагогика, она, конечно, присутствует. Ну, что ж, предложение, я думаю, можно принять и как бы учитывать при отчете другими нашими членами Совета РМО. Я думаю, предложение, оно такое интересное. Спасибо, Наталья, за вот такое ваше высказывание в чате. Итак, еще есть нет какие-то вопросы, уважаемые коллеги? Члены Совета РМО, активизируйтесь. Как вы принимаете такое решение нашего заседания? Мы должны в чате получить от вас одобрение, мы должны голосовать. Согласны ли вы с таким решением нашего заседания? Или есть какие-то вопросы? Вот. Согласны или нет? Принимаем или нет мы это решение, уважаемые коллеги, которые присутствуют в аудитории? Принимаем. Кто за? Голосуем за это решение. Пишите. Мы за. В чате кто за или кто против? Мы смотрим. Пишите свои решения. Вот, пожалуйста, проголосовали за. Ну что же, тогда, уважаемые коллеги, решение мы принимаем. Действительно, план работы у нас нами определен на этот год. Очень рада, что многие подключились к участию в нашем заседании. Еще раз вам повторяю наш номер телефона. Ира, пожалуйста, мне скажи. 28 37 35. Гишка Косачарика. Сейчас мы напишем здесь большими буквами. Может быть, непонятно что-то. Посмотрите, пожалуйста, наш телефон. 28
А, ты уже с выходом, да? 28 37 35. Это телефон нашей лаборатории. Вы можете уточнить любые вопросы по пособиям, также по мероприятиям и по организации работы республиканского метода объединения. Спасибо большое Наталье Валерьевне. Наталья Валерьевна, дарим вам вот эту книгу, новинку. Да, Джала и Бура. Она ежественным изем интересный ударала опыт. Так что, пожалуйста, да, став бурса. Наталью Валерьевну мы проводили. В чате можно задавать вопросы. Если вопросов нет, все вот голосуют. Воркута проголосовала, Усинск, Усть-Кулом за принятие этого решения. Если что, какие-то будут вопросы, можно будет в рабочем порядке решить. Да. На этой ноте мы с вами прощаемся. Все мы говорим Аджишлытеч, Будерли, став бурса, Воджи Выла. Выключаемся.